католиков сегодня Великая Пятница – самый скорбный день в году. Верующие вспоминают мученическую смерть Иисуса ради спасения человечества. И уже 5 апреля представители данной конфессии отметят Воскресение Христова. Анна Герасимович расскажет. Великая Пятница – единственный день в году, когда в костелах не проводится святая служба. Во время особой литургии верующие рассуждают над тем, как Иисуса Христа оклеветали, бичевали, мучили, лжесвидетельствовали против Него и распяли на кресте. Поэтому в храмах в Великую Пятницу проходит специальный обряд поклонения кресту, на котором умер Божий Сын. Великую Пятницу, якую мы переживаем сёння, это такі асаблівы дзень, калі мы звяртаем увагу на тое, што Езус памірае за нас, за кожнага з нас. У касцёле каталіцкім гэта такі самы постны дзень, самы сціплы дзень, калі мы вось праз пакуту навяртання перажываем гэтую асобую таямніцу, бо вельмі цяжка зразумець, што хтосьці за цябе памірае на крыжы. І вось гэты крыж, звычайнае дрэва, становіцца для нас дрэвам збаўлення, і у гэты дзень вернікі асаблівым чынам шануюць гэты знак. Великую Пятницу христиане соблюдают самый строгий пост. Поесть досыта можно только один раз, и то без мяса и других продуктов животного происхождения. И, конечно, никаких развлекательных мероприятий. Это день скорби, молитвы, покаяния и размышления над своей жизнью. Великая Пятница уводит нас у таемницу крыжа нашего Збаўцы Иисуса Христа. Это не знак пакуты, это знак великой любови Бога до каждого человека. Мы разважаем муку нашего Пана Иисуса Христа, и у гэтым это не просто оповед, это сапраўды, ведаеце, люстэрка нашего жыцця, бо кожны з нас у гэтым оповеде, таемницы нашего Збаўцы, знаходзіць таксама сябе. И уже завтра, Великую Субботу, верующие понесут в храм на освящение яства для пасхального стола. Вечером в костелах пройдут святые службы, переходящие в пасхальную вигилию, главное богослужение литургического года. Праз увесь день мы людей запрашаем, каб приносили свои великодные потравы, свои кошечки, приготованные с яйками, с килбасками, с хлебом, с солью, с водичкой. И это все благословляется. Каждые полгодины мы будем благословлять гэтыя все великоносные потравы, а потым вечером мы запрашаем всех на вигилию пасхальную. Это не святая мша субботы великой, только это уже вигилия пасхальная, якая нас предвещает, нас уводит у святость мертвых повстания. На початку этой службы всей будет благословленный огонь перед костелом, потом запалится пасхал и унесется этот свет новоблагословленный у костел, так як символ Христа, який приходить в этот мир, як свет, кожен з нас освятить. И потом распочнется вся Евхаристия. Мы готовимся и духовно, и поготовимся, чтобы было в доме, было чисто, было красиво, было все. И чтобы было, допустим, чтобы у нас гости пришли, чтобы мы веселились, чтобы радовались, что Бог воскрес, и что мы живем, дети Божии. Молодежь тоже очень чтит наши эти все праздники. Тридум, Великий Четверг, Великая Пятница очень важна для нас. Такая подготовка к Пасхе и отдельная атмосфера, которую хочется прочувствовать каждый год. И уже вечером в Великую Субботу в костелах зазвучит долгожданное «Аллилуйя». Верующие будут приветствовать друг друга словами «Христос воскрес», слыша в ответ «Воистину воскрес». Православные христиане в этом году отметят Пасху 12 апреля. Анна Герасимович, Владислав Хаткевич, телерадиокомпания «Гродно».